Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в рамках рубрики «Скульптура. Музейный ракурс» мы беседуем с председателем Союза художников города Караганды, человеком, который определяет художественную среду региона и объединяет творческих людей, Айдарханом Сейтмахановичем Калмахановым. И тема нашей беседы – это история художественно-производственного комбината имени Тулигена Досмагамбетова. И хотелось бы задать самый первый вопрос. Айдархан Сейтмаханович, а можете поделиться историей создания художественно-производственного комбината в городе Караганде? Здравствуйте, уважаемые зрители. История довольно интересная. То есть в советское время была такая организация Художественный фонд СССР. Они занимались крупными производственными оформительскими заказами, монументами, скульптурами, декоративными скульптурами, садово-парковыми скульптурами. Какие-то произведения у нас того периода есть в Караганде, именно вот Художественного фонда СССР. Это вот памятник, небольшой памятник такой садово-парковый, это Ленин и Горький, по-моему, возле бывшего Дворца пионеров. Потом садово-парковая скульптура в самом парке. И наиболее значимый такой этого периода, это, наверное, монумент «Шахтерская слава», потому что это по линии художественного фонда изготавливался. Союз художников Караганды, и тогда в то же время, допустим, Союз художников Караганды, который был, он был общественной организацией, а художественный фонд был как бы хозяйственной организацией, субъектом хозяйственного направления. Ну и как бы мастерские художественно-производственные, они вышли где-то, наверное, в конце 50-х, начале 60-х годов. Уже художественный фонд, Карагандинский художественный фонд работал. У нас был такой директор Степан Ежак. Он был членом Союза художников и в то же время был директором художественного фонда именно Караганды. Тогда мастерские были разрозненные. Какие-то мастерские даже находились вот в здании гостиницы Караганда в подвале. На улице Волгодонской были мастерские. По Бухар-Жырау 33 были мастерские. Ну, как бы здание, которое сейчас у нас является зданием Союза художников Караганды, было до 92 года было зданием художественного фонда Караганды. То есть, соответственно, база была предварительная. Как организовался сам комбинат? То есть в 70-е годы, вы знаете, различные соцсоревнования проводились. И вот наш город несколько раз выигрывал соцсоревнования по художественному оформлению города. Это был, по-моему, 76-й, 77-й год, 75-й. И вот на основании этого художественный фонд СССР принял такую как бы идею о создании художественного производственного комбината на нашей территории в городе Караганде. Были два претендента, это Алмата и Караганда. Почему остановились на создании художественного комбината в Караганде? Так как географически Караганда находилась в центре страны, и удобно было вывозить работы, допустим, в любую сторону одинаково. Если с Алматы, то очень далеко на север возить и так далее, на запад далеко возить, на восток. А вот Караганда в этом плане оказалась в центре. Идею одобрили. В принципе, Караганда, можно сказать, настояла на том, руководство Карагандинского художественного фонда и Союза художников Караганды на тот момент настоял на том, чтобы именно комбинат у нас построили на нашей территории города. Была выделена земля, и где-то с конца 70-х, начала 80-х годов проект начал осуществляться. Территория комбината — это порядка 4,5 гектар земли. У нас там находится порядка 4 крупных производственных помещения. Сам комбинат открылся
официально в 1984 году. Первым директором уже не самого комбината, с момента открытия комбината, был такой Рыжиков. К сожалению, имя, отчество не помню. Затем где-то в 1987 году он ушел, и в 1988 уже был такой директор, как Скок, по фамилии Скок. Опять же, имя, отчество не помню, потому что запамятовал. Следующим директором уже в начале 90-х был назначен Курицын Александр Федорович. И в 1992 году произошло объединение художественного фонда Караганды с Союзом художников Караганды. И непосредственно, допустим, общим руководством занимался руководитель Союза художников Караганды. Но как директор, допустим, Курицын Александр Федорович, он вел эту работу до 2011 года. Соответственно, технические процессы, которые были заложены в период Советского Союза, они все были отработаны. Технологические процессы тоже. Существовали такие две бригады литейщиков было, одна бригада форматоров была бригада камнеобработчиков, 3 человека. То есть процесс рабочий постоянно шел, даже вот в сложные периоды, это вот в 90-е годы, пришлось, конечно, чуть-чуть поджаться в плане того, что больших объемов не было. Соответственно, комбинат отключили от горячего отопления. Уже были автономные небольшие печки, типа буржуек. В зимний период комбинат перестал работать в связи с этим. Но в летний период, то есть начиная с момента, как более-менее у нас тепло было на улице уже, в конце, допустим, апреля, в середине апреля можно было работать уже в цехах. Ну и с момента независимости, можно сказать, с начала работы, это 98 год, когда указом президента столица была перенесена, в 97 году указом президента столицы была перенесена из Алматы в Астану, ну и, соответственно, началось художественное оформление Астаны. И здесь очень хорошо помог такой скульптор, известный наш казахстанский, Тулеген Досмагамбетов. Он все крупные проекты, которые реализовывались в Астане, делал у нас на комбинате. К сожалению, на сегодняшний день его в живых уже нету, но благодаря его вот этой настойчивости и как бы требованию о том, что отливать будут именно в Караганде, и именно у нас на комбинате, комбинат, можно сказать, получил второе дыхание.